Меня зовут Михаил Лобковский, и я прошу вашего внимания прямо сейчас. Ни вежливого слушания, ни фонового присутствия, настоящего внимания. Потому что то, что я сейчас скажу, возможно, немного вас раздражит, и это хорошо. Комфорт редко меняет людей. Правда, меняет. Вы устали не только потому, что жизнь сложна. Вы устали потому, что живете против себя, против своих потребностей, против своих пределов, против собственного голоса. И сегодня мы остановим это, прежде чем вы примете следующее решение. Остановитесь. Все вы на секунду. Почувствуйте это напряжение в груди, это тихое давление за глазами. Этот шепот в голове, который спрашивает, им это понравится. Этот вопрос управляет вашей жизнью. Вы просыпаетесь не с вопросом, что правильно для меня. Вы просыпаетесь и начинаете просчитывать реакции, как это прозвучит, как это выглядит, кто одобрит, кто не одобрит. Вы редактируете себя еще до того, как мир вас увидел. Репетируйте фразы, которые должны были быть честными. Смягчайте мнения, которые заслуживали силы. Переделывайте свою личность, чтобы войти в комнаты, которые никогда не были созданы для вас. И это изнурительно. Я хочу рассказать вам об одном мужчине. 41 год. Программист. Очень умный человек. Сидит передо мной и говорит: «Михаил, я не понимаю. Я делаю все правильно. Работаю, стараюсь, всем помогаю. А внутри ощущение, как будто я гость собственной жизни». Я спросил его: «А когда вы последний раз сказали кому-то нет? Просто нет. Без объяснений, без виноватой улыбки». Он задумался надолго. Потом говорит: «Наверное, никогда. Вот в чем дело. Жизнь ради одобрения превращает вашу жизнь в сцену, где аудитория постоянно меняется, а спектакль никогда не заканчивается. Одна группа аплодирует вашим амбициям, другая критикует их. Одни восхищаются вашей добротой, другие называют ее слабостью. Вы бежите быстрее, пытаясь подстроиться, угодить всем. И аплодисменты все равно ощущаются далекими, вежливыми, временными. Потому что одобрение нестабильно. Оно меняется с настроением, с трендами, с ожиданиями. Сегодня хвалят, завтра осуждают. И каждый раз, когда их реакция меняется, ваше ощущение собственной ценности шатается вместе с ней. Это неуверенность, это зависимость в маске улыбки. Посмотрите на цену. Работа, на которую вы согласились, хотя желудок говорил нет. Отношения, в которых вы оставались, потому что уйти выглядело бы плохо. Мнения, которые вы проглотили, чтобы избежать конфликта. Мечты, которые вы откладывали, потому что кто-то мог бы засмеяться. Шаг за шагом вы обменяли повинность на принятие, и вот тихая трагедия. Большинство людей, которым вы пытаетесь понравиться, сами в это время пытаются понравиться кому-то другому. Они застряли в том же спектакле, в том же страхе, на той же невидимой сцене. Никто по-настоящему не наблюдает за вами так, как вам кажется. Но вы живете так, как будто прожектор следует за каждым вашим шагом. Представьте себе свободу в сайте с той сцены. Никакого спектакля, никакого сценария, никакого постоянного самоцензурирования. Просто вы, честный, несовершенный, настоящий. Есть другой вид силы. Он появляется, когда вы перестаете гоняться за одобрением. Ваш голос становится устойчивее, ваши решения становятся чище. Вы больше не объясняете себя людям, которые все равно не собирались понимать. Вы перестаете торговаться своими ценностями ради временного комфорта. Вы начинаете задавать другие вопросы. Не им понравлюсь ли я, а уважаю ли я этот выбор. Не как это будет выглядеть, а как это будет ощущаться, когда я буду наедине с собой. Этот сдвиг меняет все. Потому что самые долгие отношения, которые у вас когда-либо будут, это отношения с вашим собственным разумом. Вы можете избежать критиков, можете отключить чужие мнения. Но вы не можете избежать того тихого момента ночью, когда шум стихает, и вы встречаетесь с собой без отвлечений. И в той тишине аплодисменты ничего не значат. Покой значит все. Когда вы живете ради одобрения, ваше счастье арендовано. Оно зависит от реакций, которые вы не можете контролировать. Но когда вы живете по своим принципам, ваше счастье принадлежит вам, устойчивое, заземленное, независимое от чужого шума. Да, некоторые могут не понять вас, некоторые уйдут, некоторые назовут вас сложным, эгоистичным другим. Пусть. Вы никогда не были созданы, чтобы быть универсально приемлемым. Вы были созданы, чтобы быть внутренне согласованным. Есть достоинство в том, чтобы стоять за решением,
которая отражает ваши ценности, даже если она разочаровывает других. Есть сила в том, чтобы говорить то, что вы действительно думаете, без агрессии, без извинений. Есть облегчение в том, чтобы больше не нести на позвоночнике груз чужих ожиданий. Вы начинаете дышать глубже, ходить легче, улыбаться без усилий, не потому что все одобряют, а потому что наконец одобряете вы сами. Посмотрите на отношения, которые истощают вас. Те, которые оставляют вас тяжелым, напряженным, странно молчаливым. Заметьте, как часто вы говорите «все хорошо», когда это не так, как часто вы сгибаетесь, чтобы момент не сломался, как часто смеетесь тихо, чтобы прикрыть дискомфорт. Это не гармония, это самооставление в маске доброты. Ко мне пришла однажды женщина, очень мягкая, очень воспитанная. Говорит: «Я не понимаю, почему все вокруг меня чувствуют себя хорошо, а я как выжатый лимон. Всем помогла, всех поддержала, все сделала, а внутри пусто». Я спросил ее: «А кто помог вам за последние 3 месяца? Кто спросил, как вы себя чувствуете?» И подождал настоящего ответа, а не вежливого. Она начала считала долго. Потом подняла на меня глаза и тихо сказала: «Никто. Вот в чем дело. Настоящее уважение не начинается с того, как к вам относятся другие. Оно начинается в частных решениях, которых никто не видит. В тот момент, когда вы чувствуете дискомфорт и выбираете игнорировать его. В ту секунду, когда вы чувствуете, что граница нарушена, и убеждаете себя, что вы перереагируете. Привычки уменьшать свои потребности, чтобы в комнате было удобно. Каждый раз, когда вы это делаете, вы посылаете сигнал не словами, поведением. Вы говорите: «Мои пределы гибкие. Мое время можно обсуждать, мои чувства могут подождать». И люди быстро учатся. Они учатся, насколько далеко можно зайти. Как поздно можно звонить, сколько можно требовать. Не потому, что они злые, а потому, что люди следуют сигналам. Если вы относитесь к своим потребностям как к фоновому шуму, другие тоже будут. Потом в один день вы чувствуете себя невидимым, недооцененным, использованным. Но невидимость не пришла внезапно, она практиковалась. Тихо, снова и снова. Самоуважение не громкое, не драматичное. Это спокойная, устойчивая ясность относительно того, что приемлемо, а что нет. Это смелость разочаровать кого-то, когда угождение ему предало бы вас. Это сказать: «Мне некомфортно с этим», без агрессии, без вины, без дрожащих извинений. Одна эта фраза может изменить архитектуру отношений, потому что границы — это не стены, это инструкции. Они учат людей, как любить вас, не причиняя вам вреда, без угадывания, без путаницы. Четкие пределы создают безопасные связи. Когда вы уважаете свое время, другие планируют лучше. Когда вы уважаете свою энергию, другие становятся внимательнее. Когда вы уважаете свои эмоции, другие слушают более тщательно. Не всегда, не все. Но правильные люди, да, они правильные, сопротивляются. Они называют вас сложным, чувствительным, эгоистичным. Вы чувствуете укол этих слов, начинаете сомневаться в себе. Может, я слишком много, может, мне стоит быть проще. Проще для кого? Для людей, которые получают выгоду от вашего молчания, от вашей покорности, от вашей бесконечной доступности. Самоуважение стоит вам отношений, построенных на удобстве, но оно защищает те, что построены на искренности. Подумайте об этом. Связь, в которой вы не можете сказать «нет», это не связь, это тихий договор эмоционального труда. Вы выполняете, они получают. Вы подстраиваетесь, они ожидают. Со временем обида растет, как плесень в закрытой комнате. Потом мелкие вещи начинают болеть больше, чем должны. Тон, время, забытые сообщения. Вы говорите себе, что перереагируете, но правда глубже. Вы устали все время быть гибким. Уважение — это баланс, взаимные усилия, взаимное внимание. И баланс невозможен, когда один человек постоянно уменьшается. Есть другая энергия в отношениях, где существует самоуважение. Разговоры становятся чище. Разногласия не ощущаются, как угрозы. Вы не боитесь честности, не репетируете свои чувства как рискованное признание. Говорите прямо, слушаете открыто, остаетесь целыми, никаких масок, никакой эмоциональной акробатики. Просто два взрослых человека, встречающиеся без того, чтобы топтать достоинство друг друга. Самоуважение также меняет то, как вы ведите себя. Осанка выпрямляется, голос становится устойчивее. Вы перестаете гоняться за заверениями,
потому что ваша ценность больше не на суде. Вы становитесь избирательны со своим временем, своим пространством, своими эмоциональными инвестициями. Эта избирательность не высокомерие, это эмоциональная ответственность. Вы наконец понимаете, что защита своего благополучия не эгоизм, это необходимость. Нельзя построить здоровую любовь на тихой жертве, нельзя создать близость, скрывая дискомфорт, нельзя чувствовать себя близким к кому-то, постоянно предавая собственные потребности. Сначала уважайте себя, чтобы когда кто-то входит в вашу жизнь, они встречали человека, не угождающую версию, не переговорную личность, не хрупкого искателя одобрения, они встречали кого-то твердого, ясного, заземленного. И такое присутствие меняет каждые отношения, которых касается. Произнесите это тихо в уме. Нет, почувствуйте, какое это тяжелое слово. Как горло сжимается даже при одном воображении этого, как грудь напрягается, как будто вы вот-вот сломаете что-то хрупкое. Вас учили быть покладистым, вежливым, доступным, сглаживать каждый угол, чтобы никому не было дискомфортно рядом с вами. Где-то по дороге «да» стало автоматическим, а «нет» начало ощущаться опасным. Как отказ, как конфликт, как потеря любви. Ко мне однажды пришел молодой человек, 28 лет, говорит: «Я не понимаю, почему я злюсь на всех? Друг просит помочь, я злюсь. Мама звонит, злюсь. Девушка что-то просит, злюсь. Я не хочу быть таким человеком». Я спросил: «А когда вы последний раз отказали кому-то без объяснений?» Просто сказали: «Нет, не могу». Он посмотрел на меня как на сумасшедшего. Говорит: «Так нельзя». Я говорю: «Почему?» И он долго не мог ответить. Потом тихо сказал: «Не знаю. Просто кажется, что нельзя». Вот откуда берется та злость. Вы говорите «да», когда устали, «да», когда перегружены, «да», когда ваш график уже рассыпается, «да», когда сердце кричит о пространстве, и каждое вынужденное «да» оставляет тихий синяк. Сначала вы не замечаете, говорите себе «это доброта, ответственность, зрелость», но тело ведет счет. Челюсть сжимается, терпение истончается. Маленькие просьбы начинают ощущаться как тяжелые требования. Вы улыбаетесь меньше, вздыхаете больше. А беда накапливается в тишине, слой за слоем, пока даже простые разговоры не начинают ощущаться изнурительными. Вот что происходит, когда честность откладывается слишком долго. Четкое «нет» может создать момент напряжения, но нечестное да создает месяцы эмоциональной дистанции. Зрелые люди понимают это, они не применяют вежливость как оружие против себя. Они не относятся к своим пределам как к необязательным предложениям. Они знают, что время, энергия и психическая стабильность – конечные ресурсы, а не бесконечные запасы для общественного пользования. Сказать «нет» – это не агрессия, это ясность. Посмотрите, как дети говорят «нет». Прямо, немедленно, честно, они еще не выучили страх. Они еще не научились украшать отказ виной и длинными объяснениями. Они просто чувствуют, что что-то не так, и защищают себя. Потом взрослость учит представлению, может быть позже. Попробую. Посмотрим. Мягкие слова, которые скрывают жесткую правду. Вы надеетесь, что просьба исчезнет. Надеетесь, что обстоятельства решат за вас. Надеетесь, что вам не придется сталкиваться с дискомфортом отказа. Но избегание – это свой собственный дискомфорт. Затяжный, тяжелый, настойчивый. Спокойное, уважительное «нет» заканчивает переговоры внутри вашей головы. Оно проводит чистую линию между тем, что вы можете дать, и тем, что не можете. Оно предотвращает накопление эмоционального долга. Оно сохраняет отношения честными. Люди могут удивиться сначала. Некоторые могут надавить. Они привыкли к неограниченному доступу, к неограниченной гибкости. Ваше постоянное приспособление делало их жизнь проще. Ваша граница делает вашу жизнь здоровее. И эта разница имеет значение. Вы не обязаны никому бесконечной доступностью. Поддержка – да. Забота – да. Присутствие – да. Но не за счет вашей стабильности, не за счет вашего сна, не за счет вашего покоя. Чрезмерное объяснение своего «нет» ослабляет его. Чрезмерные извинения за свои пределы ставят под сомнение ваше право иметь их. Простой, устойчивый ответ несет достоинство. И я не могу взять на себя это обязательство. Это мне не подходит. Я недоступен. Никакого гнева, никакой драмы. Просто правда. Чем больше вы практикуете, тем легче это ощущается. Страх уходит. Голос становится устойчивее.
Вы перестаете репетировать отговорки и начинаете чтить реальность. Вы понимаете, что люди, которые уважают вас, не нуждаются в театральных обоснованиях. Они принимают ваши пределы, потому что ценят вас, а не только вашу полезность. А те, кто не уважает ваши «нет», получали выгоду от вашего молчания. Есть сила в чистой коммуникации. Эмоциональная взрослость – это не угождать всем. Это отвечать честно, без враждебности, без манипуляции, без покорности из-за вины. Вы начинаете замечать, как в вашей жизни открывается пространство. Время, которого раньше не было. Энергия, о которой вы забыли, что она возможна. Эмоциональное место для думать, творить, отдыхать без вины. Нет становится фильтром для того, что действительно заслуживает вашего присутствия. И с каждым честным отказом вы возвращаете себе частицу того, что угождение людям медленно забирало. Стойте тихо на секунду, не тело, ум, позвольте ему перестать бежать. Пусть шум уляжется, и спросите себя что-то неудобное. Вы живете одной жизнью или управляете двумя, одной для мира, другой внутри вашей головы. Ко мне пришел однажды мужчина, руководитель. Уважаемый человек, в компании его боялись, в хорошем смысле. Говорили, вот человек, который всегда знает, что делать. Всегда уверен, всегда спокоен. А он сидел передо мной и говорил тихо: «Михаил, я не помню, когда последний раз был собой. Я не знаю, кто я вообще. Я знаю, каким меня ожидают видеть. Знаю, что нужно сказать на совещании, что показать жене, что написать в соцсетях. А что я думаю на самом деле, я уже и не помню. Вот что происходит после многих лет раскала. Вы говорите вещи, в которые не верите. Соглашайтесь с мнениями, которые не ложатся правильно в груди. Представляете версию себя, которая ощущается отполированной, приемлемой, легкой для переваривания. И где-то под этим представлением ваш настоящий голос ждет, терпеливый, неуслышанный, усталый. Этот раскол истощает вас, потому что притворство требует постоянной энергии. Вы должны помнить, что сказали, с кем были, какую маску носили. Вы следите за реакциями, подстраиваете тон, редактируете выражения. Это тихий умственный марафон без финишной черты. И люди называют это уверенностью, но настоящая уверенность тише этого, тяжелее, заземленнее. Она не торопится произвести впечатление, не сканирует комнату в поисках одобрения. Стоит тихо, устойчиво, как дерево, которое знает, что его корни глубоки. Согласованность – это когда ваши действия соответствуют вашим ценностям, когда ваши слова отражают ваши убеждения. Когда ваши решения ощущаются правильными, не потому, что они популярны, а потому, что они честны. Это внутреннее согласие меняет то, как вы движетесь по миру. Вы перестаете сомневаться в каждом шаге. Перестаете прокручивать разговоры ночью. Перестаете задаваться вопросом, прозвучали ли вы достаточно умно, достаточно добро, достаточно впечатляюще, потому что вы были настоящим. А настоящее не нуждается в репетиции. Подумайте о напряжении, которое вы чувствуете после притворства. Тот странный дискомфорт, когда вы смеетесь над шуткой, которая вам не показалась смешной. Когда киваете в знак согласия среди ей, с которой не согласны. Когда принимаете приглашение, которого никогда не хотели. Ваше тело реагирует мгновенно, напряженные плечи, поверхностное дыхание, вынужденная улыбка. Это говорит рассогласование. Ваша нервная система распознает ложь, даже когда ваш рот этого не делает. Жить согласованно означает уменьшать эти моменты, выбирать ответы, которые ощущаются чистыми внутри. Говорить то, что вы имеете в виду, без жестокости. Отказываться от того, что истощает вас, без вины, появляться как один и тот же человек в каждой комнате. Последовательность строит доверие, не только с другими, с собой. А самодоверие – это позвоночник уверенности. Когда вы доверяете себе, решения становятся проще. Вы не отдаете свою жизнь на краудсорсинг. Не гоняйтесь за 10 мнениями. Прежде чем сделать один шаг, слушайте сначала внутрь. Взвешивайте выборы по своим принципам, а не по трендам. Это делает вас не жестким, это делает вас стабильным. Есть спокойное присутствие у согласованных людей. Они не торопятся доказывать ценность, не конкурируют за внимание. Их энергия ощущается устойчивой, как будто они не ведут переговоры о своей идентичности с момента на момент. Вы чувствуете это, когда они входят в комнату. Никакого представления. Никакого преувеличения, просто тихая уверенность. И уверенность заразна, рассогласование с другой стороны создает трение. Вы чувствуете себя разбросанным, непоследовательным. Одна версия на работе,
другая с друзьями, третья онлайн. Становится все труднее знать, кто вы, потому что вы всегда адаптируетесь к ожиданиям. Эта раздробленность ослабляет ваш голос, ослабляет вашу осанку, ослабляет ваше ощущение направления. Согласованность восстанавливает целостность. Ваш внутренний мир и внешнее поведение пожимают друг другу руки, никаких внутренних споров, никакого эмоционального двойного бронирования. Вы сохраняете энергию, которая раньше тратилась на притворство, и эта сэкономленная энергия превращается в присутствие. Присутствие не кричит, не требует внимания. Оно просто существует полностью. Люди чувствуют это. Разговоры углубляются. Уважение растет естественно. Вы не громче, вы яснее. Ясность сильна. Обратите внимание на моменты, когда вы отчаянно нуждаетесь в чем-то присутствии, когда их молчание ощущается тяжелее плохих новостей. Когда ваше настроение зависит от ответа, звонка, знака того, что вы важны. Это чувство, не любовь, это эмоциональный голод. А голод заставляет вас принимать что угодно. Я расскажу вам об одной истории. Молодая женщина, умная, красивая, образованная, пришла ко мне и говорит: «Я не понимаю, почему я всегда выбираю неправильных мужчин. Они все одинаковые. Сначала все хорошо, потом исчезают, появляются, снова исчезают, и я жду. Каждый раз жду». Я спросил ее: «А что происходит внутри, когда он исчезает?» Она говорит: «Паника, полная паника». Я начинаю думать, что сделала что-то не так, что я недостаточно хороша, что нужно было говорить иначе, вести себя иначе. Я говорю: «То есть его исчезновение становится доказательством ваших недостатков?» Она задумалась, потом говорит: «Да, именно так, вот в чем проблема». Когда вы полагаетесь на кого-то, чтобы заполнить свою пустоту, каждое взаимодействие несет вес. Вы ожидаете от них, что они успокоят вашу тревогу, подтвердят вашу ценность, отвлекут ваше одиночество, починят ваше настроение. Это не партнерство, это эмоциональный аутсорсинг. Никто не может нести это, не отступив в конце концов. Независимость полностью меняет атмосферу. Это тихая уверенность в том, что вы в порядке сами по себе. Ваш день не рушится, если планы меняются. Ваша ценность не уменьшается, если внимание смещается. Вы глубоко наслаждаетесь компанией, но не зависите от нее для выживания. Есть пространство для дыхания. Разговоры становятся легче. Вы слушаете без расчетов, даете без ведения счета. Заботитесь без цепляния. Присутствие становится подарком, а не требованием. Люди расслабляются рядом с этой энергией, потому что нет невидимого договора, нет тихого ожидания, что они должны починить вас, развлечь вас, завершить вас. Они встречают вас такими, какие вы есть, целыми, заземленными, эмоционально ответственными. Независимость – это не изоляция, это самодостаточность с открытым сердцем. Вы все еще любите, все еще соединяетесь, все еще вкладываетесь, но делаете это из полноты, а не из нехватки, из выбора, а не из страха, из желания, а не из зависимости. Эта разница ощущается мгновенно. Подумайте об отношениях, которые ощущались удушающими. Постоянные проверки, ревность, излишние раздумья, потребность в уверении каждый час. Это истощает обоих людей. Один чувствует давление, другой – неуверенность. Связь сжимается, но доверие слабеет. Близость без независимости становится контролем. Но когда два человека твердо стоят на собственных ногах, формируется что-то более здоровое. Они сходятся, потому что хотят делить жизнь, а не убегать от нее. Поддерживают друг друга, не теряя себя. Уважают пространство, не чувствуя себя брошенными. Расстояние не угрожает связи. Оно укрепляет индивидуальность. Независимость также обостряет ваши стандарты. Вы перестаете гоняться за вниманием людей, которые дают крошки. Перестаете романтизировать непоследовательность. Перестаете путать интенсивность с близостью. Вы выбираете отношения, которые ощущаются спокойными, уважительными, взаимными, потому что хаос больше не привлекателен, когда ваш внутренний мир стабилен. И есть достоинство в том, чтобы уметь сидеть в одиночестве, не чувствуя себя неполным, наслаждаться собственными мыслями, создавать собственную структуру, решать собственные проблемы, прежде чем класть их на чужие плечи. Это достоинство меняет то, как другие видят вас. Вы больше не ищете спасения, вы предлагаете партнерство. А партнерство привлекательно,
Оно говорит: «Я хочу тебя в своей жизни, но мне не нужно выживать с твоей помощью. Я выбираю тебя свободно, а не из страха. Я приношу силу, а не зависимость». Этот вид присутствия строит уважение естественным образом. Вы перестаете слишком много писать, слишком много объяснять, слишком много давать. Вы общаетесь ясно, проявляете интерес честно. Отступаете назад, когда усилие не взаимно, не как игру, как самоуважение, и что-то меняется. Люди, которые ценят вас, приближаются. Те, кто хотел удобства, уходят. Связи становятся меньше по количеству, но глубже и здоровее. Качество заменяет количество. Теперь последнее. Посмотрите на свой день с расстояния. Утренние решения, маленькие выборы, крошечные компромиссы, которых никто не замечает. Именно здесь строится ваша жизнь. Не в драматических моментах, не в грандиозных речах, в тихих секундах, когда вы либо стоите за себя, либо тихо отступаете. Выбирать себя звучит мощно, когда слышишь это в предложении. Но в реальной жизни это некомфортно. Это прерывает привычки, это разочаровывает ожидания. Это вынуждает быть честным там, где притворяться было проще. Вы предаете себя не один раз. Вы делаете это ежедневно, вежливо, мягко, с разумными отговорками. Отдохну позже. Это не такое уж большое дело. Не хочу создавать напряжение. Ко мне однажды пришел мужчина. 50 лет, врач, успешный, говорит: «У меня есть все, семья, работа, достаток. Но я просыпаюсь каждое утро и думаю, это точно моя жизнь. Или я просто оказался в ней». Мы разговаривали долго, и выяснилось, почти каждое крупное решение в его жизни было принято не им. Он выбрал медицину, потому что отец хотел. Женился, потому что время пришло. Остался в городе, потому что неудобно было уезжать. Не было ни одного предательства, ни одной большой ошибки. Просто тысячи маленьких уступок. И в 50 лет он стоит посреди чужой жизни и не знает, как из нее выбраться. Вот что такое маленькие ежедневные предательства себя. Они не кажутся важными в моменте, но они накапливаются, как проценты по долгу. Верность себе живет в деталях. Это выбрать сон, когда тело измотано, вместо того, чтобы гнаться за одобрением через продуктивность. Это отклонить приглашение, когда энергия на нуле, вместо того, чтобы изображать энтузиазм. Это высказаться, когда что-то кажется неправильным, вместо того, чтобы проглотить дискомфорт ради сохранения мира. Эти моменты кажутся маленькими снаружи. Внутри они меняют вашу идентичность. Потому что каждый раз, когда вы действуете согласно своим потребностям, вы посылаете мощный сигнал своему собственному уму: «Я важен, мои пределы важны, мое благополучие не обсуждается». Этот сигнал строит тихую силу. Верность себе также означает столкновение с неудобными правдами, признание, когда что-то больше не подходит, работа, которая истощает вас, дружба, которая ощущается односторонней, паттерн, который продолжает повторяться. Легче отвлечься, чем конфронтить реальность. Но избегание дорога обходится. Оно стоит времени, энергии, самоуважения. Первые разы ощущаются неловко, сердце бьется быстрее. Вы беспокоитесь о реакциях, боитесь быть неправильно понятым, но повторение строит комфорт, дискомфорт уходит, подлинность укрепляется. Вы начинаете замечать, как в вашей жизни открывается пространство, время, которого раньше не было, энергия, о которой вы забыли, что она возможна. Эмоциональное место думать, творить, отдыхать без вины, выбирать себя ежедневно – это дисциплина, а не настроение. Некоторые дни вы будете чувствовать себя сильными. Другие – усталыми и соблазненными вернуться к старым паттернам. Но последовательность важнее интенсивности. Один честный выбор сегодня, еще один завтра, потом снова. Постепенно ваша жизнь начинает отражать ваши приоритеты, а не чужие ожидания. Вы становитесь избирательными с обязательствами, осознанными в отношениях, защитниками своего ментального пространства. Не закрытыми, просто осознанными. И в этом есть тихая гордость. Та, которая не нуждается в подтверждении. Та, которая проявляется в том, как вы входите в комнаты без того, чтобы уменьшиться. Говорите без репетиций, отдыхайте без извинений. Верность себе превращает существование в обладание. Вы перестаете ждать, пока вас выберут. Перестаете надеяться, что кто-то спасет ваше время, ваш покой, ваше направление. Вы берете ответственность за свой опыт мягко, твердо, снова и снова. И в этом повторении вы снова начинаете узнавать себя. Поэтому в следующий раз,
Когда вы почувствуете то знакомое давление, угодить, согласиться, уменьшиться, остановитесь, вдохните и задайте себе один честный вопрос. Я предаю себя прямо сейчас? Если ответ «да», выберите иначе. Даже если голос дрожит, даже если кто-то хмурится, даже если это ощущается непривычным. Ваша жизнь начинается там, где заканчивается притворство, и правильные люди встретят там настоящего вас.